Нами недовольны. Собачий детский сад на 300 щенков – это лишь один из новых теплых корпусов, которые появились в Казанском зооцентре в этом году. Сюда, в поселок Мирный, привозят всех отловленных в столице собак. Теперь для них есть еще одно помещение. 12 дней назад вот эта собака, азиат, она хозяйская собака, сорвалась с цепи в Юдино и набросилась на 4 человек. Очень сильно покусали вот этих 4 человек. Впоследствии чего мы эту собаку сразу забрали. Директор приюта Рустем Нурулин рассказывает мэру эту историю. От собаки отказались из-за агрессивности. Сейчас в этом приюте живет 386 собак, и большинство из них, около 300, агрессивны. Их опасно впускать на улицу в прежнюю среду обитания. Если в ближайшее время хозяин для них не найдется, в таких условиях здесь, в приюте, им придется доживать свой век. Как сообщили в приюте, в этом году по естественным причинам здесь умерли 286 питомцев. Но кого-то все-таки забирают. Мы действительно рады, что у нас появился еще один четвероногий друг, Аяврик. Но если бы только возможностью, что мэр возьмет еще 10 собак, решилась бы проблема, поверьте, я бы ее взял. Все 10 собак бы я приютил. О проблеме безнадзорных животных на уровне руководства республики заговорили в начале лета, после череды трагических инцидентов. В Зеленодольском районе дворняги напали на 10-летнего мальчика, он еле выжил. В Высокогорском районе на 42-летнего мужчину, у всех очень серьезные травмы. Задачу навести порядок в этой сфере в начале мая поставил президент Татарстана. И лишь только после этого в столице появилась и единая горячая линия, куда можно сообщить об опасных животных. Заявок по отлову стало на порядок больше. Началась и масштабная модернизация самого приюта. В третьем квартале этого года по сравнению с первым и вторым кварталом этого года число укусов снизилось на треть. И нас это, скажу откровенно, очень радует, потому что мы помним те тяжелые печальные случаи, которые были у нас в начале года, когда граждане подвергались нападению стай бродячих животных. Президентом была поставлена задача строить межмуниципальные приюты, существующим оказывать поддержку. На модернизацию приютов в Казани за последние годы потратили больше 9 миллионов рублей. Мы для себя поставили задачу до конца 2022 года запустить большой корпус площадью 1200 квадратных метров. Это дополнительно на 800 голов. Вот этот корпус будет построен по голландской технологии, то есть животные будут жить внутри, у них будут огороженные территории, то есть у них самовыгул, вышли, погулялись, будут заходить обратно. Очень разнополярные мнения в мою приемную поступают периодически. Там случилось где-то, беда, покусали, стреляйте, берите оружие. Ну, во-первых, это понятно, не только прямое нарушение закона, но и нравственных ценностей человеческих, которые нас, людей, отличают от животных. Поэтому мы за гуманное отношение к животным и хотим сделать все для того, чтобы Казань была городом без безнадзорных животных. На будущий год на содержание животных этот приют получит 26 миллионов рублей. В этом был 21 миллион. Содержание одного животного обходится в 108 рублей в сутки. Юлия Гоголева, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.